на этой земле, политой свинцом, кровью и горючим, не мог взойти хлеб. Весной 1943 года в Московском парке культуры имени Горького на всеобщее обозрение как диковинного зверя выставили захваченный под Ленинградом немецкий танк новейшей конструкции «Тигр». Надежда Гитлера, который считал его неуязвимым. Маршал Жуков невозмутимо осматривает трофей. Народ должен увидеть, что и этого железного фашистского зверя мы укротили. На самом деле Жуков знает, что этот экземпляр не подбили. Машина просто увязла где-то в карельских болотах. Сталину уже доложили неутешительный вывод специалистов. На вооружении Красной Армии пока нет ни одного противотанкового средства, способного уничтожить этого 65-тонного монстра. Верховный главнокомандующий в очередной раз убедился, что интуиция его не подвела. Он смотрел на танк, а думал о том, кто его разрабатывал. Этот человек чуть не стал советским министром, а достался Гитлеру. Жаль. Сталин еще в начале 30-х обратил внимание на Фердинанда Порше, знаменитого инженера, который выдвинул идею народного автомобиля Volkswagen. В 1932 году по личному приглашению Иосифа Виссарионовича Порше приехал в Советскую Россию. Вождь беседовал с ним о перспективах автопрома. Но излагая задачу текущей пятилетки срочно наладить массовый выпуск грузовиков и тракторов, Сталин рассчитывал на помощь конструктора в создании новых танков. Он придумал для Порше должность в правительстве – генеральный автоконструктор СССР. Ни один из его подданных не посмел бы отказаться от такого предложения. Но Порше отказался. То, что он увидел на только что построенном Горьковском автозаводе, повергло его в шок. Он не поверил в будущее государства, где возводят заводы и собирают машины вчерашние крестьяне в лаптях, а основным стимулом производства служат пролетарские лозунги и митинги. Через год уже Гитлер предложит Порше свое покровительство. Однако вскоре в Германии мирные фантазии конструктора окажутся не нужны. По заданию фюрера несостоявшийся советский министр Фердинанд Порше займется разработкой бронетехники. Но в большевистской России среди тех полуграмотных крестьян, чья квалификация не устроила Порше, нашелся самородок, который нанес удар по самолюбию гениального конструктора и его фюрера. Гитлер занесет его в число личных врагов и попытается свести с ним счеты. Любой ценой. Осенью 41-го бомбардировщики Люфтваффе по личному приказу Гитлера сравняют с землей городское кладбище в Харькове. Там покоился конструктор советского танка Т-34 Михаил Кошкин. Немецкий маршал Гудериан изрек историческую фразу: «Победа идет по следам танков». История внесла свои коррективы. По следам хороших танков. В самом начале войны, в июле 41-го, войскам 6-й армии вермахта под командованием генерал-фельдмаршала фон Райхенау удалось подбить несколько советских танков. Райхенау немедленно прибыл на поле боя со складным метром. Он лично осмотрел все подбитые русские танки. Забрался внутрь каждой машины и у всех измерил толщину брони. И я никогда не забуду, как он вернулся под вечер и сказал: «Я сегодня видел один русский танк. Если он сойдет с конвейера, войну мы проиграем». Это был Т-34. Немецкие специалисты испытали его на ходу и обстреляли на полигоне. Генштаб направил Гитлеру донесение. Т-34 превосходит образцы немецкой бронетехники по всем параметрам. В войска пошла инструкция: в бой с Т-34 не вступать. В 1937 году главному конструктору Харьковского паровозного завода Михаилу Кошкину Политбюро ЦК поручает построить танк нового поколения. Начальник автобронетанкового управления Красной Армии комкор Дмитрий Павлов считает, что изобретать велосипед не стоит. Армия полностью укомплектована БТ-7, легкими танками американского инженера Кристи. Они эффектно прыгают через речки и выжимают на шоссе 60 км в час.
Немцы окрестили БТ-7 танком для автобана. На нем бывшие колхозные трактористы бьют рекорды и делают трюки для кино. О том, что в реальном бою броня БТшки защитит экипаж только от пуль и осколков, предпочитают не говорить. Это уже показал конфликт на Халхинголе и война в Финляндии. Кошкин предлагает в одни и те же сроки и строго на выделенные средства построить не один, а два новых танка. Первый должен быть таким, каким его видят военачальники, воспитанные на романтике тачанок. Второй – танк для бездорожья, с широкими гусеницами, дизельным двигателем, сильной броней и мощным орудием. В конце 30-х такая концепция настолько непривычна, что будущий танк принимают в штыки уже на стадии проекта. Его главный противник – зам наркома обороны по вооружению маршал Григорий Кулик. Но Сталин решает: пусть товарищ Кошкин работает. Посмотрим. Изготовленный образец инспекторам оборонного ведомства не нравится. Он не вписывается в советскую военную доктрину. Агрессор должен быть немедленно разбит на его собственной территории, а этот неправильный танк задержит стремительное наступление красных стрелковых дивизий. Налицо все признаки вредительства. Маршал Кулик распоряжается снять будущий Т-34 с производства. Но Кошкин рискует. Он завершает производство 4 опытных образцов. В декабре 1939-го конструктор своим ходом перегоняет незаконнорожденные танки из Харькова в Москву, чтобы показать хозяину. На показательных испытаниях в Кремле Григорий Кулик продолжает валить проект Кошкина. Он говорит громко, так чтобы услышал Сталин: «Мы дорого заплатим за выпуск недостаточно боеспособных машин». Но вождь дает 34-ке право на жизнь. Окрыленный Кошкин сообщает Сталину, что уже замыслил новый танк, на порядок лучше этого. На обратном пути машина, за рычагами которой сидел сам конструктор, ушла под лед реки Северский Донец в районе Курска. Через 3 года в этом месте, на Курской дуге, русский самородок Михаил Кошкин сойдется в заочном поединке со знаменитым Фердинандом Порше. Но ему не доведется узнать, чем закончился этот бой. Добравшись до Харькова, измотанный нервно и физически, Кошкин слег. Вскоре после триумфа в Кремле он умер от воспаления легких и со стандартными почестями был похоронен на Харьковском городском кладбище. Летчики Люфтваффе, которые через год разбомбили это кладбище, не подозревали, что целью налета был прах создателя Т-34. На лето 1943 года Гитлер запланировал широкомасштабное наступление. По замыслу операции «Цитадель» группа армии «Юг» должна взять в кольцо и уничтожить мощную группировку советских войск в районе Курской дуги. Тогда дорога на Москву будет открыта. До столицы большевиков всего 600 километров. Командующим операцией назначается фельдмаршал Эрих фон Манштейн, которого считают лучшим стратегом немецкой армии. Манштейн советует фюреру начать операцию как можно быстрее. Но Гитлер медлит. Нет, он больше не опасается советских 34-ок. За 3 года, что прошли после смерти их конструктора, русские наладили массовый выпуск этих машин на эвакуированных заводах. В нетопленных цехах их собирают женщины и подростки, наспех обученные простейшим операциям. В таких условиях русские не подумали о модернизации своего основного танка или просто не смогли ее провести. В результате к 1943 году Красная Армия утратила свое танковое преимущество. Среди новейшей техники вермахта, вне всяких сравнений, тяжелый танк «Тигр». Над его концепцией работал знаменитый Порше. Гитлер откладывает начало операции «Цитадель», чтобы перебросить на Курскую дугу как можно больше «Тигров» и отменить, наконец, инструкцию 1941 года с Т-34 в бой не вступать. «Мы одержим победу. Спасибо «Тиграм» за это». Вслед за фюрером в немецкой армии эту фразу как «Зиг Хайль» повторяют все, от маршала до рядового. Наконец, 1 июля 1943 года Манштейн докладывает в ставку фюрера: «Под Курском мы впервые превосходим русскую армию по количеству танков». В тот же день на совещании в Кёнигсберге Гитлер объявляет точную дату начала операции «Цитадель».
Она начнется через 4 дня, 5 июля в 3 часа ночи. В советской ставке Верховного настроение тревожное. По данным разведки, немцы готовятся к прорыву на южном фланге Курской дуги, в районе, который обороняет Воронежский фронт. Все прекрасно осознают силу нескольких собранных в кулак бронетанковых дивизий СС. Каждый день в район дуги прибывают все новые и новые части Красной армии. Однако перевеса в живой силе достичь не удается. После Сталинграда уже начинает сказываться нехватка бойцов. Одолеть врага числом, как в предыдущие годы войны, очевидно, не удастся, а умением пока не получается. Генералы вермахта берегли командиров своих частей и подразделений вплоть до унтер-офицера. Напротив, младший и средний командный состав Красной армии за 2 года войны изрядно поредел и пополнялся неопытными кадрами. В свои 19 Михаил Борисов, наводчик противотанковой пушки, считался опытным бойцом. Получили новое пополнение и готовили ребят к встрече с вражескими танками. А то, что встреча такая нам предстоит этим летом, вот ни для кого секретом не было. И гитлеровцы трубили на весь мир, что они возьмут реванш за бесславное поражение под Сталинградом. Говорили о том, что у них на вооружении появились новые танки, «Тигры». И писали даже так, что «Тигр» будет резать русскую оборону, как нож режет масло. Заместитель Верховного главнокомандующего Георгий Жуков распоряжается изготовить и раздать личному составу листовки, в которых рассказывается, как обезвредить «Тигр». Сталин чувствует, потерпеть поражение на Курской дуге значит проиграть войну. Снова повеяло 41-м, когда главным врагом была растерянность перед более опытным и сильным противником. С тех пор в Красной армии многое изменилось. Кроме главного, перед чем была бессильно отлаженная военная технология вермахта. Русские были совершенно особым противником. Где бы я ни воевал, я не встречал такой, как у них, готовности погибнуть. Ночью 6 июля Сталин позвонил командующему первой танковой армией Катукову. Этот разговор один из самых странных в истории войны. Его свидетелем случайно стал фронтовой фотокорреспондент Виктор Шумилов. Союз пригласил Катукова. Вызывает Ефимова Константинов. Константинов – это Сталин, а Ефимов – это Катуков. Накануне днем Катуков отказался выполнить приказ командующего Воронежским фронтом Ватутина. Ватутин поставил бессмысленную с точки зрения военной науки задачу – силами всего соединения нанести контрудар по направлению на Томаровку по наступающим бронетанковым дивизиям противника. Однако генерал Катуков заявил, что это самоубийство для его армии. За невыполнение приказа строптивому генералу грозит расстрел. Но неожиданно вместо разноса Сталин просит Катукова объяснить свое решение. Он уверенно сказал, как под Москвой и Помценск были танки вкопаны. И здесь, если мы также танки вкопаем, все, мы устоим. Сталин помолчал, и через некоторое время Ватутин уже звонит, что операция отменяется. Сталин, верховный главнокомандующий, доверяет генералу Катукову. Но на карте судьба страны и практически никаких резервов. Сейчас Сталину, вождю, требуется тот, кто готов пожертвовать собой и своим соединением, чтобы такой ценой остановить противника. И они с Ватутиным находят такого человека. Бывший преподаватель Академии бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров. Единственный в действующей армии генерал, защитивший диссертацию. По его мнению, советские танковые войска организованы неправильно. Они привязаны к стрелковым частям. Ротмистров заявляет, что это лишает боевые машины основных преимуществ – скорости и маневра, превращает их в бронированные трамваи для перевозки пехоты. В конце зимы 43-го, всего за 4 месяца до Курского сражения, создается 5-я танковая армия, организованная по новому образцу. В ее составе вместо стрелковых моторизованные части. Ротмистрова назначают ее командующим. 5-ю танковую перемещают в район Курской дуги, но пока Ватутин держит ее в резерве.
5 июля 1943 года начинается операция «Цитадель». Фельдмаршал Манштейн наносит основной удар с юга. Танковые дивизии СС легко взламывают оборону Воронежского фронта и устремляются к городу Обоянь. За 4 дня наступления войска Манштейна продвинулись на 30 километров и вплотную подошли к Обояни, последнему рубежу советских укреплений. Но здесь первая гвардейская танковая армия генерала Кутукова стоит насмерть. Чтобы не упустить инициативу, Манштейн меняет направление главного удара. Из донесения разведки ему известно, что южнее, в районе станции Прохоровка, у русских самая слабая оборона. 10 июля противотанковая батарея, в которой служил сержант Михаил Борисов, выдвигается в район совхоза «Октябрьский» под Прохоровкой. Не успев занять оборону, бойцы были атакованы частями СС. Неожиданно на поле появились танки с непривычным силуэтом. «Тигры» разнеслось по батарее. Бойцы насчитали 19 штук. Командир батареи, вот я сейчас представляю, как он бегал от пушки к пушке, говорил: ребята, не стреляйте, вот пустите их на убойный выстрел. И вот когда они подошли метров на 500, наверное, он подал команду «Огонь». И вот после первых же выстрелов загорелось 2 вражеских машины. И тут уже стало легче, стало проще. Ага, и эти хваленые «Тигры», оказывается, горят. Однако ответным огнем всего за несколько минут боя «Тигры» расстреляли всю батарею. Из 28 человек в живых остался только один, заряжающий Михаил Борисов. «Тигры» приближались. Те, кто наблюдал за происходящим сквозь цейсовские прицелы, уже докладывали о выполнении задачи. И вдруг уничтоженная батарея огрызнулась. Борисов стрелял в одиночку. За 17 минут боя из 19 неуязвимых «Тигров» он подбил 7. Последний танк я остановил где-то метров 60, наверное, в 70. Точно не трудно сказать. Но он пер на меня на полной скорости. И мне уже не было времени выбирать у него уязвимое место. Надо было просто стрелять. Я грубо очень ствол навел прямо ему в лоб и нажал на спуск. Снаряд попал в лобовую броню и рикошетировал. Но танк, он, естественно, не загорелся, ничего, но что-то в нем разладилось. Он остановился и дальше не продвинулся ни на шаг, ни на метр. Но он сумел ответным выстрелом разбить мою пушку. Я был ранен. Последнее, что осталось в памяти, это кусочек голубого курского неба и летящее там орудийное колесо. На следующий день, 11 июля, части 2-го танкового корпуса СС подходят к Прохоровке на расстояние 2 километров. Командующий Воронежским фронтом Ватутин докладывает Сталину, что немцы готовятся к решающему прорыву. Ставка принимает решение вывести 5-ю гвардейскую танковую армию из резерва. Вечером ее командующий Павел Ротмистров получает приказ о проведении танкового контрудара в районе Прохоровки, того самого, задуманного Сталиным. Генерал хорошо понимает, что предстоит его армии. Точных данных о силах немцев нет. Танкам Ротмистрова придется ударить вслепую, безо всякой подготовки. В ночь на 12 июля в дом Дарьи Герасимовой на окраине Острогорска постучались. Штабной офицер попросил затопить баню для своего командира. Вскоре приехал генерал. Через много лет она узнает его по фотографии в газете. Это был Павел Алексеевич Ротмистров. Он в баню, по-моему, никогда не ходил. Но перед Прохоровской битвой, когда был передан приказ армии сняться, он пошел в баню, там попарился, переоделся во все чистое, как положено, по русскому обычаю перед битвой. Перед боем механик-водитель 34-ки Александр Николаев написал письмо матери. В письме Саша поделился самыми важными новостями. Недавно он вступил в партию и познакомился с девушкой Ниной из медсанбата. Он клянется матери прогнать фашистскую гадину и драться до последней капли крови.
ему только что исполнилось 20 лет. 12 июля в 9 утра после короткой артподготовки по открытому полю юго-западнее Прохоровки в бой двинулись 641 танк и 20 самоходных артиллерийских установок армии генерала Ротмистрова. Их удар пришелся в лоб второму танковому корпусу СС. Накануне за ночь немцы успели вкопать в землю противотанковые орудия. Их расчеты уже готовились расстрелять первые приближающиеся 34-ки, но увидели, что те на полной скорости падают в глубокий противотанковый ров. Танкистов забыли предупредить, что это препятствие еще месяц назад соорудили свои же саперы против «Тигров». Из вкопанных орудий немцы открыли огонь на поражение. После того, как продвижение армии Ротмистрова замедлилось, второй танковый корпус СС перешел в контратаку. Впервые в массовом открытом бою Т-34 сошлись с «Тиграми». Преимущество новой немецкой техники перед танком Кошкина начинает проявляться со всей очевидностью. Более мощные и дальнобойные орудия «Тигров» уничтожают 34-ки с 1500 метров. Советским танкам для прицельного выстрела надо подобраться минимум на 500. Однако с такого расстояния даже бронебойные снаряды бессильны перед лобовой броней «Тигров». Главное в тактике немецких танкистов в наступлении – не подставить под удар борт. Атаку «Тигров» поддерживают новейшие самоходные орудия – истребители танков, которым их конструктор Порше присвоил свое имя – «Фердинанд». Но танки Ротмистрова проходят под шквальным огнем и врезаются в боевые порядки немецких войск. На крохотном пятачке сталкиваются сотни боевых машин. Пыль, гарь моторов и копоть от горящих танков накрыли Прохоровское поле. И произошло то, к чему не были готовы экипажи новых немецких машин. В танковой рукопашной Т-34 ловко маневрирует среди неповоротливых «Тигров». Башни 34-ок вращаются вдвое быстрее, а от их покатой брони рикошетят снаряды. Т-34 расстреливают борта «Тигров» в упор. Именно этот бой впоследствии назовут встречным танковым сражением, а место, где он проходил – танковым полем. Механик-водитель сержант Александр Николаев вел командирскую машину в общей танковой мешанине. Экипаж уже поджег 3 «Тигра», когда сразу несколько снарядов ударило в броню его танка. Николаев вытащил из танка раненого командира батальона. Согласно инструкции, Николаев обязан был немедленно вывести поврежденную машину из боя. Но тут он заметил, как в сторону лежащего без сознания комбата движется «Тигр», собираясь раздавить его гусеницей. Успев крикнуть по рации «Прощайте, иду на таран», Николаев завел свою горящую 34-ку и направил ее на перерез вражеской машине. 4-й, уничтоженный в этом бою «Тигр», стал для Александра Николаева последним, а его подвиг – первым в истории танковым тараном. Вместе с письмом сына мать Саши получит похоронку. После боя 12 июля разведчики посчитали, ну, естественно, подсчеты были неточные, потому что часть территории контролировалась противником, но все же посчитали, что на танковом поле произошло 20 танковых таранов. На следующий день, 13 июля 1943 года, немецкий генштаб прекратит операцию «Цитадель». После Прохоровки вермахт упустит военную инициативу навсегда. Так закончится одна из величайших дуэлей 2 армий, 2 вождей и 2 конструкторов. В своих мемуарах о Курской битве Манштейн напишет: «Гитлер ценил храбрость солдата меньше, чем технические возможности оружия». В честь успеха на Курской дуге Сталин распорядится провести первый за войну победный салют. Генерал Ротмистров, потерявший почти половину своих танков, напишет в письме первому заместителю наркома обороны маршалу Жукову, что необходимо учесть уроки Прохоровки, сломить консерватизм конструкторов и производственников, немедленно наладить выпуск новых танков, превосходящих бронетехнику вермахта. Артиллерист Михаил Борисов закончит войну в Берлине и распишется на Рейхстаге. Столицу Рейха будут штурмовать лучшие танки Второй мировой, уже совсем другие 34-ки, с орудиями большего калибра, перед которыми немецкая тяжелая бронетехника растеряет свое преимущество. После войны Фердинанд Порше дождется пуска завода народных автомобилей, построенного и замороженного при Гитлере.
Его жук начнет завоевывать мир. Но чтобы не подрывать репутацию марки, новая администрация предприятия откажет Porsche в трудоустройстве, как бывшему разработчику бронетехники вермахта. После бомбардировки Харьковского кладбища от конструктора Т-34 Михаила Кошкина не останется даже могилы. Его детища застынут на постаментах от Москвы до Берлина, как память о создателе легендарного оружия Победы.